Красная лента – важные гости. Торжественное открытие здания Магасского районного суда под стать его значению. Вершить суд – задача ответственная, а значит и условия для судебного процесса должны быть соответствующие. Вы стоите на страже законодательства, которое уже реализовываете с окончательным приговором или решением суда. Одни будут справедливо наказаны, у других будет восстановлена справедливость, нарушение закона. И все это зависит от вас. Потому что самое главное, все ожидают после всех инстанций, начальников, чиновников, всех органов, в суде ждут, что суд примет окончательное, правильное, законное решение. Поэтому я думаю, что для вас и кабинеты светлые, и уютные кресла, они должны четко давать понять, что эти все условия созданы для вас, чтобы вы отправляли правосудие, учитывая чаяния жителей нашей республики. Поэтому я хочу искренне поздравить вас. В путь добрый, наш халчу и ату балчу. Новое здание суда построено в рамках федеральной целевой программы развития судебной системы России. Она призвана создать необходимые условия для осуществления правосудия, защиты прав и интересов граждан. Совершенствование судебной системы не может проходить без развития материально-технической базы, без создания определенных удобств, в первую очередь для жителей республики, для судей, аппарата суда, которые работают в этом здании. Открытие здания суда – это историческое событие не только для города Магас, но и для всего региона. Магасский районный суд – самый крупный суд в нашей республике. Это 12-составный суд, ведущий столичный суд, который рассматривает более 50% судебных дел, рассматриваемых всеми районными судами республики. В трехэтажном здании, спроектированным и построенным, оно отвечает современным требованиям условиям безопасности. Созданы все условия для нормального осуществления функционирования правосудия. Здание обеспечено всеми техническими средствами обеспечения безопасности, пожарной безопасностью. Кроме того, имеется видеонаблюдение, аудиопротоколирование. Все современные информационные технологии в здании суда имеются. Уверен, что новое здание улучшит качество рассмотрения дел. Строить новое здание для суда начали в 2019-м и завершили через год. Общая площадь здания почти 2000 квадратных метров, что создает условия для полноценной работы 12 составов судей. Особое внимание при строительстве уделили доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть лифт, а снаружи подъемник для маломобильных граждан. Магасский суд размещен на территории 1918 квадратных метров. Имеется приемная суда, куда может любой гражданин республики прийти, свободно подать свою жалобу, заявление и спор. Конечно же, есть залы, комфортные залы судебного заседания, есть созданы информационные составляющие, учитывая, что мы живем в век цифровых технологий, информационной революции, поэтому созданы условия, чтобы полностью суд мог тесно взаимодействовать с гражданином, который обладает информационными возможностями, обращаться через интернет, через электронную связь в суд. И таким образом реализовал свои конституционные права. Я благодарен главе Республики Ингушетия за то, что он принял участие в этом торжественном мероприятии открытия сегодняшнего здания суда. В новом здании суда помимо кабинетов 4 зала заседаний. 2 из них для рассмотрения гражданских дел и столько же для уголовных. В одном, самом большом, можно проводить дела с участием присяжных заседателей. Созданы условия, очень хорошие условия, где судья имеет свой кабинет достаточно удобный, и залы судебных заседаний, и обеспечено все техническими средствами. И это позволит им в более добрых, хороших условиях отправлять свое правосудие. Ну и как говорил, что
Пусть будет так. Если уголовное, пусть он неотвратимость наказания понесет наказание, если рассматривать будет. А вот если брать гражданские, цивильные рассмотрение уголовных дел, чтобы каждая сторона получала справедливое решение. Вот у меня только такое пожелание. А в этом плане открывать, участвовать в этом было приятно, потому что это добавляет еще одно красивое здание нашей столицы, Магаз. И, естественно, для нас это тоже значимо в целом для республики. Магазский районный суд рассматривает дела Назрани и Магаса. Отсюда и название «районный». С 2009 года суд размещался в здании Назрановского районного суда, что доставляло массу неудобств. Те помещения, по словам представителей судебной власти, не были приспособлены для этой работы. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.